Итак, давайте подумаем вот о чем. Можно ли взять священный текст, которому 1500 лет, и найти в нем, ну скажем, ключи к выживанию целой нации? Прямо сегодня. Звучит амбициозно, правда? Но именно такую задачу и ставит перед собой один очень интересный проект. Новое толкование Корана, но специально для уйгурского народа. Давайте-ка разберемся, что за этим стоит. Вот эта цитата, она, знаете, попадает в самую точку. В чем тут суть? Традиционно считалось, чтобы понять Коран, надо сначала погрузиться в арабское общество VII века. Но авторы проекта говорят: стоп, а как же наши проблемы? Такой подход, по сути, игнорирует те уникальные вызовы, с которыми уйгуры сталкиваются, ну вот прямо сейчас, в наше время. Хорошо, давайте начнем с первого раздела, назовем его «Устаревший взгляд». И тут мы как раз и поговорим, в чем, собственно, заключается главная проблема, которую и должен решить этот проект. Поехали! Дело в том, что почти все толкования Корана, которые есть на сегодняшний день, они, как бы смотрят на текст через арабские очки, через призму их истории, их культуры. И что получается? Чтобы понять священный текст, уйгурам нужно сначала изучить совершенно чужой для них мир, который, будем честны, бесконечно далек от их собственной жизни. И вот тут-то и возникает главный, самый логичный вопрос. А как вообще толкования, которые созданы для одной культуры, могут помочь решить проблемы совершенно другой? Каким образом древние тексты могут дать ответы на современные политические и социальные вызовы? Вот этот огромный разрыв, эта пропасть, именно ее и пытается перекрыть этот новый проект. Итак, переходим ко второму разделу «Миссия для нации». Здесь мы поговорим о решении. И это, надо сказать, абсолютно новаторский подход, который разработан именно для уйгуров. И да, это не просто какое-то там академическое упражнение, это нечто гораздо-гораздо большее. Так, давайте сразу проясним один очень важный момент, чтобы не было недопонимания. Никто, конечно же, не собирается менять сам текст Корана. Он священен, он неизменен. Все дело в смене фокуса. Акцент смещается с самого текста на то, как его применять. Идея простая и мощная — взять универсальные божественные принципы и посмотреть, а как они могут сработать в конкретном уникальном уйгурском контексте. Вот это, по сути, и есть их новая методология — уйгуроцентричное применение. Понимаете? Происходит такой сдвиг от какой-то абстрактной теологии к решению очень даже реальных земных проблем. Главная цель — превратить священный текст в живой, работающий инструмент. Инструмент для развития целой нации. Следующий раздел — 3. Коллективный метод. И вот здесь кроется еще одна уникальная особенность проекта. Он необычен не только своей целью, но и тем, как он делается. Вся его сила, можно сказать, в единстве. Смотрите, как было раньше. Переводами занимались, как правило, одиночки. И они, естественно, были сфокусированы на арабском контексте, на ритуалах. А сейчас все совершенно иначе. Это командная работа, коллективный труд целой группы экспертов. И их фокус — это уйгурское общество и поиск конкретных практических решений для него. И чтобы справиться с такой махиной, нужна была не просто команда. Нужен был, знаете, такой сплав умов. Религиоведы работают бок о бок с литературоведами, лингвисты с историками, все вместе. Что это дает? Во-первых, богословскую точность, это само собой. А во-вторых, гарантию, что итоговый текст будет звучать на мощном, живом, красивом уйгурском языке. И вот мы подходим к 4 разделу. Идентичность, лидерство и вера. Здесь мы поговорим о самом главном. Какова же конечная высшая цель всей этой огромной работы? И поверьте, она выходит далеко-далеко за рамки простого научного интереса. Авторы проекта приводят один очень мощный исторический пример. Вот смотрите. Пророк Мухаммад ведь не пытался стереть все различия между арабскими племенами, сделать всех одинаковыми. Нет, он, наоборот, объединил их под одним знаменем, сохранив их идентичность, но превратив разрозненные группы в единую нацию. То есть вера стала фундаментом, на котором и была построена нация. И вот этот исторический урок, он подводит нас к главному вопросу всего проекта. Цель ведь не в том, чтобы заставить уйгуров как-то подражать другой культуре. Совсем нет. Цель в том, чтобы вера помогла им укрепить собственную идентичность. Понимаете? Стать не просто хорошими мусульманами на арабский манер, а стать более настоящими, более аутентичными уйгурами. Так что новое толкование стоит, так сказать, на 3 китах. Это единство, лидерство и освобождение. И это на самом деле очень смелый шаг.
Это переход от вопросов личной веры, личного благочестия к разработке, по сути, национальной стратегии. Стратегии, которая основана на священном тексте. Вот эта цитата, она прекрасно все объясняет. Возьмем, к примеру, пророка Мусу, ну или Моисея. Его история рассматривается не просто как религиозный сюжет. Нет, это готовый кейс. Практическое пособие по лидерству в условиях борьбы за освобождение своего народа. Какими качествами должен обладать такой лидер? Коран, как говорят авторы, дает на это четкий ответ. Ну что ж, последний, 5-й раздел «Путь вперед». Давайте подведем итог, в чем же глобальный смысл и значение всего этого проекта. Авторы проекта очень четко подчеркивают один момент. Эта миссия, она не про то, чтобы создавать какие-то разделения или конфликты. Совсем нет. Это проект для внутреннего укрепления. Он направлен на расширение прав, на расширение возможностей и, в конечном счете, на выживание нации. Это работа, которая делается для себя и для своего будущего. И в конце хочется оставить на подумать вот такой вопрос. Он, как мне кажется, вскрывает всю глубину и сложность этой затеи. Ведь найти в прошлом ключи к освобождению — это, согласитесь, только половина дела. Самое сложное — это суметь повернуть эти ключи в замке сегодняшнего дня. Вот такая история. На этом все, и до новых встреч!